Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так: дороги судьбы. Кого к вам приведут, куда вас доведут. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите: дороги судьбы, куда вы меня отведете, доведете и кого в мою жизнь приведете. И давайте будем смотреть. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Интересно. Давайте начнем с вас. Куда вас ведут ваши дороги судьбы? К чему вас приведут? Ну, сразу хочется сказать, что в жизни вас ждет успех. Реально успех. Успех в любви, успех в работе, успех в том деле, да, вот чем вы занимаетесь. Возможно, это не есть ваша работа, возможно, это ваше проявление таланта. Да? То есть, ну, допустим, вы печете торты, либо вы там вяжете крючком, вы пишете картины, вы поете. Понимаете, вот ваш талант, в этом вы будете успешны. По крайней мере, для определенной группы людей. Да, у кого-то это действительно небольшая группа людей, у кого-то это прям общество, да, такая международная известность, популярность. К вашему успеху вас приведут ваши дороги судьбы. Путь, конечно, непростой. Смотрите, тут и виляет, и петляет. И даже вот какие-то не очень хорошие люди здесь пытаются вот этот ключик от вашего счастья у вас отобрать, да, перетянуть к себе. Ну, завистники, там всякие интриганы, там, злопыхатели, да, люди, которые будут заставлять вас в себе сомневаться, которые могут смеяться, критиковать, говорить: да господи, куда ты лезешь, посмешишься, да, что ж ты позоришься, специально будут говорить. Вам придется это все пережить, вы это переживете, вы со всем этим справитесь, вы со временем, вот чем дольше будет ваш путь, тем проще вам будет отличать людей, кто хороший, кто плохой, кто, скажем так, с добрыми помыслами, а кто со злобой и завистью. То есть, да, эта дорога, она непростая, она еще вас обучает, но вы к своей цели дойдете, вы к своему успеху дойдете. И это вам по судьбе рано или поздно будет этот успех. Поэтому, мои хорошие, хотите вы, не хотите, работаете над этим, не работаете, там, мечтаете, в принципе, все равно, да, вы все равно до успеха, до своего дойдете. Кто очень хочет, дойдет быстрее. Кто старается, очень хочет. Кто, скажем так, отлынивает, кому это не настолько важно и интересно, ну, ваш путь будет немножечко длиннее. Но все равно по судьбе вот поймать эту свою звезду, звезду успеха. Вот так вот, мои хорошие. Дальше, к чему вас приведут? К счастью в личной жизни. Вот здесь у меня очень счастливый человек, у кого есть партнер, надежный, со спины стоит, закрывает, помогает, оберегает. Знаете, зонтик прям над вами держит. Есть детишки, не знаю, дети, внуки, правнуки, возможно, да. То есть есть несколько поколений на глазах, ну, растут, развиваются. Вы о них заботитесь, они о вас заботятся. Есть уютный, теплый дом. Понимаете, у вас вот на счастье прям выходят такие два лебедя. Два лебедя, причем у них два крыла на двоих. То есть они настолько живут одной жизнью, настолько они вовлечены в друг друга, то есть одним дыханием живут. Но это знак идеальных отношений. Понятно, что идеала не существует, но насколько это возможно, вот ваши дороги судьбы ведут вас именно к такому семейному счастью. Когда один подумал, другой сказал.
когда ты уверен прям на 100% в своем партнере, даже больше уверен в партнере, чем в себе, понимаете, вот такие отношения вас ждут. Ну и семья, родственники, которые вас любят, которые всегда рядом, всегда, как говорится, на глазах, не являются вашим там раздражителем, источником ваших переживаний, а наоборот, это ваша любовь, это ваша гордость, понимаете, это ваше умиление, вот. Такая жизнь идет. Девочки, кто сейчас вот совсем одинок? Ну вот просто никого, в принципе никого. Ни мужчины, ни ребенка. Вас ждет эта жизнь. Вас ждет эта жизнь. Даже если вы уже там критически смотрите на свой возраст, пожалуйста, не отчаивайтесь. Вам от этого не уйти. Не останетесь вы одна, ни при каких условиях. Понимаете? Жизнь настолько резко поменяется, вот прям вкинет вас в такую дорогу, где вы пойдете и мужа найдете, и детей найдете, и семью огромную найдете, и богатую жизнь найдете. Вот так оно и будет. Девочки, кто сейчас в браке, в тяжелом браке, в таком прям выматывающем браке, травмирующем, и хорошие, но тут явно будет новый мужчина. То есть вы этого своего нехорошего супруга, упыря, пнете, а порядочный человек займет его место. И вот, пожалуйста, будет вам счастье. Кто в паре, в браке, в принципе, вас все устраивает, мои хорошие, но вы вместе будете идти к этой цели, да, идти к этому счастью. Много еще придется помолоть, перемолоть, перебрать, да, в ваших отношениях. Рано или поздно вы дойдете в состояние счастливого человека, счастливого семейного человека. То, что вы там периодически ругаетесь, то, что у вас там периодически что-то не получается, особенно по финансам не получается, это нормально, это нормально. Это процесс становления вашей семьи. Как только вы поймете, как вам нужно, как правильно, да, выстраивать отношения, поверьте, энергетика у пары хорошая, вы все привлечете, вот как магнитиком притянете. И счастье притянете, и здоровье притянете, и денежку притянете. Но у меня здесь нет несчастных. Вот реально, вот к чему идете? К счастью семейному идете, к добру семейному идете. То есть тут без вариантов, мои хорошие. Кто зашел на эту отсыпку? Ну, это для вас, понимаете, для вас. Так. К чему вы идете еще? Куда вас тут приведут, заведут, отведут? Так, ну это карьера и это ваше исполнение. Карьера – это высоты в бизнесе, в работе, достижения именно по работе. А исполнение – это мечта и желание, которые у вас есть на сегодняшнем дне. Смотрите, что касается работы и карьеры. Этот путь, он самый сложный идет, самый сложный. Чтобы стать успешным человеком, вам придется очень конкретно над собой поработать, знаете, даже как в нескольких местах себя сломать и заново срастить. У вас какой-то неправильный взгляд, либо подход к работе. Вы к себе очень критически относитесь, вы очень часто себя критикуете, очень многое себе не позволяете, запрещаете, либо даже сами себе навязываете. Вот у меня идет картиночка, когда человек сам себе завязал руки и ноги, не знаю, там обрил голову на лысо, как все, да, вот как все. Вы, если бы позволяли себе более свободное видение, более креативное видение, не знаю, смелое видение, вы бы уже давно были где-нибудь там топ-менеджером, понимаете? Либо на очень хорошем счету у начальства, либо, не знаю, свой бизнес бы успешно вели. Вот. Вы почему-то на кого-то оглядываетесь, вы не боитесь быть смешным человеком, нет, вы боитесь именно выделяться, но при этом вы выделяетесь. Вот как это можно понять? Да? То есть, допустим, вы работаете в коллективе, вы работаете лучше, чем другие, талантливее, продуктивней, вы уже выделяетесь. При этом вы не пользуетесь своими этими возможностями, способностями, вы себе не разрешаете пойти к начальнику и рассказать ему, как правильно, как вы это видите, ощущаете.
Вот. И все сидите, ждете, что кто-то заметит. Ну, конечно же, никто не заметит. Господи, они и так все видят. Они пользуются тем, что вы не амбициозный человек, либо очень скромный человек. Да, вы не выпячиваетесь, хотя вы у всех на виду. Вот что происходит. Мои хорошие, здесь нужно очень конкретно над этим вопросом работать. Здесь действительно нужно как-то себя отпустить, действительно отпустить. Не смотреть на других, не сдерживать себя, а наоборот. Вот прям все, что у вас там накопилось, все эти ваши мысли, все ваше видение, да, ваше какое-то свежее креативное видение, это нужно выпустить, в мир выпустить, то есть общаться с начальниками, общаться с людьми, которые старше по должности, объяснять, рассказывать, не знаю, там, писать какие-то свои бизнес-планы, проекты, может быть, даже каким-то прогнозированием заниматься. Это надо делать. И то же самое в бизнесе. Не бойтесь вы попробовать то, что другие не пробовали. Другие-то не пробовали, потому что им в голову это не приходило, а вам в голову пришло. Вы креативный человек, вы создатель. Вы создатель, действительно, архитектор. Ну так пробуйте. Что же вы сидите вот на других смотрите? Ой, ну если никто не делает, то и я делать не буду. Ну вы серьезно? Разве так можно? Они глупые, в голову не приходят, понимаете? Вот извилины, нету вот контакта, да? Электричество не проходит. Обесточен мозг у человека, он придумать ничего не может. Все, что он может придумать, это вот как подсмотреть у другого, более успешного. А вы просто генератор каких-то невероятных идей. Ну так пробуйте, делайте, реализуйте. Что же вы боитесь? Не бойтесь. Вы должны бояться, как вот от конкурентов защититься. Вот этого, да, надо бояться. А что касается всего остального, нет. Вам даже звезды будут улыбаться, вам будут помогать высшие силы. Так, что касается исполнения мечты. Вроде очень сильно хотите, но в то же время боитесь. Боитесь, либо не верите в то, что это возможно. У вас идет как отмена, да? Ну типа я хочу, но я знаю, что не будет. Да. Очень-очень этого жду, но, скорее всего, у меня не получится, да, либо мне не дадут. Вы серьезно? Вы сами себе отменяете мечты. Зачем? Ну, если вы этого хотите, ну, так думайте об этом и говорите, да, я хочу, да, я буду, да, у меня уже практически вот в руках есть. Не отменяйте свои мечты, никогда не сомневайтесь в их исполнении. Серьезно, вот какая-то мечта у вас должна была исполниться, ну, буквально на днях. Ну, возможно, просто мимо вас прошла. Потому что вы вот прям зациклились на эту отмену, что не, у меня не будет, у меня не получится, мне там не достанется. И все, вот как дверь закрыли для этой мечты и говорите так, простите, извините, мне сейчас некогда, мне нужно пойти посидеть там, посомневаться. Попробуйте немножко себя проработать. И тогда и мечты, и карьера, и все попрет. Потому что это ваша дорога судьбы. И исполнять свои мечты, получать свои исполнения и быть успешным человеком на работе. Так, мои хорошие, теперь кого ведет к вам судьба, да? Кто по дорожкам судьбы к вам придет? Ну вот, пожалуйста, очень достойный, красивый мужчина. Именно красивый. В нем все хорошо, и лицо, и тело, и душа, и характер, девочки, характер. Есть какое-то несоответствие. Дядька такой брутальный, мускулинный, но при этом в душе, в сердце как ребенок. Очень добрый, нежный и в какой-то степени даже наивный. Возможно, у этого человека какая-то суровая профессия, либо специальность, либо какое-то суровое прошлое. Может быть, он даже военный какой-то, там горячие точки прошел, либо там, не знаю, там, в полиции работал, причем в каком-нибудь там супер-бупер спецназе. Вот. Но душа ребенка, отношение вот такое детское, мечтательное, очень позитивный человек. Позитивный. Его как бы все боятся, на него смотрят, думают, о боже, это же монстр. Он любого сейчас вот как в узелочек завяжет. Вот. А когда люди начинают с ним общаться, понимают, что это добряк. Добряк, настоящий, открытый, добрый человек. Так, человек идет уже где-то недалеко, уже где-то рядом, через птичку идет. Ну, я так понимаю, что как
Вы с ним будете договариваться, да, в интернете, может быть, будете договариваться, либо в интернете познакомитесь, какая-то переписка у вас с ним будет активная. Для чего идет? Ну, девчоночки, кто хотел нового мужчину, пожалуйста, он идет именно для этого, чтобы быть вам любимым, другом и защитником. Очень классный мужчина. Так, еще здесь мужчина ведет ребенка. Мужчина ведет ребенка. Девочки, у кого-то, возможно, мужчина придет не один, а со своим ребенком. То есть у вас сразу появится и муж, и сын, например, либо и муж, и дочь. Да, скорее всего, мужчина сам воспитывает ребенка и придет с ребенком. Девочки, у кого была очень трагичная ситуация, когда мужчина отбирал ваших детей, вашего ребенка, либо как по суду отбирал, либо отбирал, воровал, да, и вы очень сильно от этого страдали. Здесь мужчина идет, ведет ребенка обратно. Опять же, птичка, либо это решение распоряжения суда, либо это ваше обращение, ну, допустим, в полицию, да, вернется он и отдаст вам ребенка. Отдаст ребенка. Такое есть. Так что, мои хорошие, не расстраивайтесь, все будет. Будет. Нет такого, чтобы он навсегда украл, либо не отдавал бы вам. Нет, будет. Ведет, отдает ребенка. Так, еще кто идет? Новая подруга к вам идет. Действительно подруга. Смотрите, вот есть у вас подруга змея. Змея, причем змея, которая начала жалить. Она всегда была змеей, но она очень долго себя сдерживала. То есть, да, было и хорошее, и очень хорошее, и даже какая-то отдача от нее была. В последнее время она совсем испортилась. Какая-то вот прям злючая, агрессивная, критикует, подначивает, знаете, как прям высмеивает даже. А вы прям чувствуете, что она уже вам завидует, в открытую завидует, даже не стесняясь завидует. Вот. Я так понимаю, что вы с ней кросс делаете, да, вы ее, скорее всего, отвадите от своего порога и своей жизни. На место этой женщины придет другая. Придет женщина, ну, я так понимаю, что будет моложе, чем вы, либо по ментальности моложе. Знаете, вот такая прям открытая, смеется громко, звонко. И на ангелочка чем-то похожа. Вот что-то будет ангельское в ее внешности. Может быть, белые кучерявые волосики. Может быть, какие-то широко распахнутые голубые глазки. Там розовые щечки. Там белое личико. Очень светлый человечек идет в вашу жизнь. Очень светлый. Знаете, она будет вас поддерживать, она будет вас вдохновлять. Она, ну вот действительно будет в вас верить. А вы будете уже как старшая подруга, да, ее там поддерживать, наставлять, там, помогать, давать ей дельные советы. Вот. Кстати, девушка идет очень такая работящая. Вот у нее в руках все спорится. Она даже несколько дел одновременно может делать. Понимаете, вот необычный человечек в этом плане. Абсолютно бескорыстная, такая наивная душа. Вы очень хорошо с ней подружитесь, и вы не только будете подругами, но вы по жизни друг другу будете помогать. Вот, очень помогать. Будет время, когда эта женщина, ну вот понимаете, она своей семье не будет посвящать время, а вашей будет. То есть вот как переключится на вас, на помощь вам, да, вот вам понадобится, ну, может, детей не с кем будет оставить, может, там еще что-то приключится. И она прям скажет: так, ничего не думай, я вот к тебе там буду ходить каждый день как на работу, либо я даже могу там несколько дней у тебя пожить, и я буду все делать, не переживай, ты же моя подруженька, ты же моя сестриченька, все я буду делать. Такая очень хорошая женщина. Так, кто еще идет? Какой-то наставник идет в вашу жизнь. Наставник, учитель, гуру. Человек, который вас чему-то важному научит и поможет вам раскрыться. Кто-то прям станет наследником этого человека. То есть человек передаст вам не только все свои знания, но и вот эту свою работу наставника. Опять же, это не у всех отыграется, у кого-то отыграется. То есть вы получаете от этого человека знания,
а потом вы становитесь последователем, а потом уже наследником. То есть вы будете практиковать, да, либо пользоваться этими знаниями. И когда этот человек, например, да, уйдет там на пенсию, либо там, ну, кто его знает, да, скажет, что все, там, отхожу от мирских дел, то вы этого человека замените. То есть человек готовит себе замену. Вы станете таким же учителем, гуру, наставником со своим там кругом учеников. Да, вот так идет. У кого не так отыграется, то просто идет учитель, человек-учитель, который вас научит хорошему, доброму, светлому, тому, что будет вам по жизни помогать. А у кого-то даже отыграется, что человек поможет вам освободиться от того, что вам конкретно мешает, и то, что делает вас слабенькой. В любом случае, очень важную роль сыграет этот человек в вашей жизни. Он входит в вашу жизнь на года. То есть это не месяц, не два, а это вот года идут. Хорошее знакомство, и человек очень классный такой. Знаете, таких мало в мире, мало. Вот в мире во всем мало. А вам, видите, как повезло. Ваша судьба к вам этого человека приведет. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.